Что запланировано на завтра, формально, что должно состояться, какие события? Значит, я могу сказать неформально, в рамках той информации, с которой я обладаю. Завтра состоится чрезвычайное заседание Верховного Совета, поскольку плановое заседание должно было проходить 20 ноября. 18 ноября, то есть завтра в 14 часов, сессия соберется специально для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Потому что опять полный абсурд и курьезность ситуации состоит в том, что идет референдум, а Центральная комиссия не только не работает, она блокирована подразделениями, которые не предусмотрены вообще нашей Конституцией. Я практически уверен в том, что будет ставиться вопрос о создании специальной комиссии, которая предусмотрена действующей Конституцией в том случае, если глава государства совершает деяния, содержащие признаки уголовных деяний. Заключение специальной комиссии, часть 1 Конституции 1996 года, захват государственной власти. Конституция Республики Беларусь 1994 года. Конституция унитарного демократического социально-правового государства. В соответствии со статьей 6 Конституции Республики Беларусь 1994 года государство основывается на принципе разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны, они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. В отличие от Конституции 1994 года, Конституция 1996 года является Конституцией лишь формально демократической. Анализ норм данной Конституции позволяет сделать вывод о том, что власть в Республике Беларусь принадлежит только одному человеку – президенту Республики Беларусь, а основные демократические институты либо отсутствуют, либо имеют лишь декларированный характер, поскольку отсутствует даже теоретическая возможность их реализации. Ниже приводится сравнительный анализ правового регулирования основных институтов государственной власти Конституциями Республики Беларусь от 1994 и 1996 годов, верховенство Конституции и законов. Конституция 1994 года. Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов. Часть 1 статьи 7. Конституция 1996 года. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. Часть 2 статьи 7. Конституции 1994 года. Президент издает в пределах своих полномочий указы и распоряжения, организует и контролирует их исполнение. Статья 101. Конституции 1996 года. Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. В случаях, предусмотренных Конституцией, президент издает декреты, имеющие силу законов. Статья 85. Конституции 1994 года. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона и Конституции действует Конституция, а в случае расхождения иного нормативного акта с законодательством действует закон. Статья 146. Конституция 1996 года. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы и декреты, указанные и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция. В случае расхождения декрета или указа с законом, закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. Статья 137. Принцип верховенства Конституции и законов фактически отсутствует в Конституции 1996 года, поскольку президент имеет право издавать декреты, имеющие силу закона, в двух случаях: по специальному поручению парламента, либо в силу особой необходимости, по собственной инициативе, либо по предложению правительства. Временные декреты действуют до отмены их большинством не менее 2/3 голосов от полного состава каждой из палат парламента. И палаты не могут регулировать законом отношения, урегулированные временным декретом до момента его отмены. Статья 101.
То есть в соответствии с Конституцией 1996 года президенту фактически принадлежат законодательная власть, поскольку он имеет право по собственной инициативе самостоятельно и немотивированно издавать декреты практически по любому вопросу, который имеет большую силу, чем закон. Законодательная власть. Конституция 1994 года. Формирование представительной власти. Выборы депутатов являются всеобщими. Статья 64. Но в Конституции 1996 года формально данная норма сохранена. Статья 64. Однако в силу того, что Палата представителей сформирована президентом в количестве 110 человек при общем количестве депутатов Верховного Совета 13-го созыва 199, установленный Александром Лукашенко порядок комплектования Палаты представителей не носит всеобщего характера. 58% избирателей не имеют своих представителей в законодательном органе. В Конституции 1994 года выборы являются прямыми. Депутаты избираются гражданами непосредственно. Статья 68. В Конституции 1996 года при формальном сохранении данной формы статьи 67 члены Палаты представителей не были избраны, а были назначены президентом. Кроме того, члены Совета Республики частично избираются местными советами, частично назначаются президентом. Статья 91. Таким образом, для членов Совета Республики выборы не являются прямыми. Разделение властей. В 1994 Конституции депутатами Верховного Совета не могут быть президент, члены Кабинета министров, судьи, а также иные лица, назначаемые на должность президентом или по согласованию с ним. Часть 2 статьи 92. Но в Конституции 1996 года депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства. Не допускается только лишь совмещение должности члена Совета Республики и члена правительства, однако члены Совета Республики не избираются на прямых выборах и частично назначаются президентом. Не допускается членство одновременно в обеих палатах парламента, а также депутаты Второй палаты представителей и члены Совета Республики не могут совмещать свои обязанности с занятием должности президента или судьи. Статья 92. Компетенции. Полномочия, перешедшие к президенту в Конституции 1996 года. В 1994 году Верховный Совет Республики Беларусь, первое, назначает республиканские референдумы, второе, образует Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов. В 1996 году президент Республики Беларусь назначает республиканские референдумы, и четвертая часть назначает 6 членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. В Конституции 1994 года мы видим, выборы являются прямыми, депутаты избираются гражданами непосредственно по статье 68. А в 1996 году при формальном сохранении данной формы статьи 67 члены Палаты представителей не были избраны, а были назначены президентом. Кроме того, члены Совета Республики частично избираются местными советами, частично назначаются президентом по статье 91. Таким образом, для членов Совета Республики выборы не являются прямыми. Депутатская неприкосновенность. 1994 Конституции депутат Верховного Совета не несет юридической ответственности за свою деятельность в Верховном Совете, осуществляемую в соответствии с Конституцией, как в период исполнения депутатских полномочий, так и после их прекращения. Часть 1 статьи 93. 1996 Конституции депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении своих полномочий. Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении. Часть 1 статьи 102. В 1994 году депутат Верховного Совета не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован иным образом лишен личной свободы без согласия Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. Часть 2 статьи 93. В 96-й в течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики не могут быть арестованы иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления. Часть 2 статьи 102. В 1994 году уголовное дело против депутата Верховного Совета может быть возбуждено Генеральным прокурором согласия Верховного Совета, а в период между сессиями согласия Президиума Верховного Совета. Часть 3 статьи 93. В 96-й уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается Верховным судом. Часть 3 статьи 102. Возможность распуска органа законодательной власти. В 1994 Конституции полномочия Верховного Совета
могут быть досрочно прекращены по постановлению Верховного Совета, принятому большинством не менее 2/3 от избранных депутатов. Часть 2 статьи 81. В 96-й Конституции полномочия Палаты представителей и Совета Республики могут быть досрочно прекращены в следующих случаях. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству, либо двукратному отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. Часть 1 статьи 94. Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда. В случае систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции, часть 2 статьи 94, с прекращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики по решению президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палата представителей. Часть 3 статьи 93. По Конституции Республики Беларусь 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь является высшим представительным, постоянно действующим и единственным законодательным органом государственной власти Республики Беларусь. Статья 79. Конституция Республики Беларусь 1994 года содержала положение, гарантирующее, что депутаты Верховного Совета Республики Беларусь являются действительно демократически избранными представителями народа и независимыми от иных ветвей власти. Конституция 1996 года превратила парламент в безвластный орган, зависимый от президента. Исполнительная власть. Фактическое увеличение срока полномочий президента. В Конституции 1994 года срок полномочий президента 5 лет. Часть 1 статьи 97. В Конституции 1996 года президент избирается на 5 лет. Часть 1 статьи 81. Президент Республики Беларусь сохраняет свои полномочия, срок его полномочий исчисляется со дня вступления в силу Конституции 1996 года. Статья 144, то есть 24 ноября 1996 года. Расширение полномочий президента. Конституция 1994 год. Президент Республики Беларусь является главой государства и исполнительной власти. Статья 95. В Конституции 1996 года президент Республики Беларусь является главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти. Статья 79. В Конституции 1994 года президент Республики Беларусь, пункт 4, с согласия Верховного Совета назначает и освобождает от должности премьер-министра, его заместителей, министров иностранных дел, финансов, обороны, внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности, назначает и освобождает от должности других членов Кабинета министров, принимает отставку у указанных в этом пункте лиц. Пункт 5. Представляет Верховному Совету кандидатуры для избрания на должность председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, председателя Высшего хозяйственного суда, председателя правления Национального банка. 23. Возглавляет Совет безопасности Республики Беларусь. Статья 100. Конституция 1996 года. Президент Республики Беларусь назначает республиканские референдумы, назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей Совета Республики и местные представительные органы. Конституция 1996 года. Президент Республики Беларусь. Во-первых, назначает республиканские референдумы. Второй. Назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей Совета Республики и местные представительные органы. Конституция 1996 года. Президент Республики Беларусь назначает республиканские референдумы, назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей Совета Республики и местные представительные органы. Распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией. Назначает 6 членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. Согласие Палаты представителей назначает на должность премьер-министра. Двукратный отказ от дачи согласия на назначение премьер-министра является основанием для распуска Палаты представителей президентом. Часть 1 статьи 94. Определяет структуру правительства Республики Беларусь, назначает на должности, освобождает от должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, принимает решение об отставке правительства или его членов. Согласие Совета Республики назначает на должность председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, председателя Высшего хозяйственного суда из числа судей этих
судов. Согласие Совета Республики назначает на должность судей Верховного суда, судей Высшего хозяйственного суда, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, генерального прокурора, председателя и членов правления Национального банка. Назначает 6 судей Конституционного суда Республики Беларусь. Освобождает от должности председателей судей Конституционного суда, председателей судей Верховного суда, председателей и судей Высшего хозяйственного суда, председателей и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, генерального прокурора, председателя и членов правления Национального банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики. Назначает на должности и освобождает от должности председателя Комитета государственного контроля. Формирует и возглавляет Совет безопасности Республики Беларусь. Назначает на должности и освобождает от должности государственного секретаря Совета безопасности. Статья 84. Процедура и основания смещения с должности президента Республики Беларусь. Конституция 1994 года. Президент может быть смещен с должности в случае нарушения Конституции Республики Беларусь или совершения им преступления, а также досрочно освобожден от должности при невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья, постановлением Верховного Совета, принятым большинством не менее 2/3 от избранных депутатов Верховного Совета. Вопрос о смещении президента может быть поставлен по предложению не менее 70 депутатов Верховного Совета. Заключение о нарушении президентом Конституции дается Конституционным судом, о совершении преступления специальной комиссии Верховного Совета с момента вынесения заключения Конституционного суда о нарушении Конституции либо заключения специальной комиссии о совершении преступления. Президент не может исполнять свои обязанности до вынесения Верховным Советом соответствующего решения. Статья 104. Конституции 1996 года формально данная форма сохранена в статье 64, однако в силу того, что Палата представителей сформирована президентом в количестве 110 человек, при общем количестве депутатов Верховного Совета 12-го созыва 199, установленный Александром Лукашенко порядок комплектования Палаты представителей не носит всеобщего характера. 58% избирателей не имеют своих представителей в законодательном органе. Процедура и основания смещения с должности президента Республики Беларусь. 1994 год. Президент может быть смещен с должности в случае нарушения Конституции Республики Беларусь или совершения им преступления, а также досрочно освобожден от должности при невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья постановлением Верховного Совета, принятым большинством не менее 2/3 от избранных депутатов Верховного Совета. Вопрос о смещении президента может быть поставлен по предложению не менее 70 депутатов Верховного Совета. Заключение о нарушении президентом Конституции дается Конституционным судом, о совершении преступлений специальной комиссии Верховного Совета с момента вынесения заключения Конституционного суда о нарушении Конституции либо заключения специальной комиссии о совершении преступления. Президент не может исполнять свои обязанности до вынесения Верховным Советом соответствующего решения. Статья 104. 1996 год. Президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента. Решение о досрочном освобождении президента принимается большинством не менее 2/3 голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее 2/3 голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии. Президент может быть смещен с должности в связи со совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследование в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее 1/3 ее депутатов. Расследование обвинения организуется с Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее 2/3 от полного состава Совета Республики, а также не менее 2/3 от полного состава Палаты представителей. Непринятие Советом Республики и Палаты представителей решения о смещении президента с должности в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента. Статья 88. Конституция 1996 года не содержит такого основания для смещения президента с должности как нарушение Конституции. Конституция 1994 года. Правительство. Верховный Совет вправе заслушать отчет любого члена Кабинета Министров
по вопросам исполнения законов. В случае нарушения членом Кабинета министров Конституции и законов Верховный Совет вправе поставить перед президентом вопрос о досрочном освобождении его от должности. Часть 4 статьи 107. Конституция 1996 года. Правительство в своей деятельности подотчетно президенту Республики Беларусь и ответственное перед парламентом Республики Беларусь. Часть 2 статьи 106. Однако, помимо указания об ответственности перед парламентом Республики Беларусь, Конституция не содержит нормы о том, как такая ответственность реализуется. Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отставке правительства и освободить от должности любого члена правительства. Часть 10 статьи 106. Вывод. Конституция Республики Беларусь 1996 года представляет президенту Республики Беларусь практически неограниченные полномочия. Правительство является органом полностью подконтрольным и подотчетным президенту, не зависящим от парламента. Возможность смещения с должности президента Республики Беларусь является декларативной, в силу того, что решение о смещении должно быть принято 2/3 голосов от полного состава как Палаты представителей, так и Совета Республики. Часть 1 статьи 88. Решение должно быть принято в течение 1 месяца с момента выдвижения обвинения. Невынесение решения означает уклонение обвинения. Часть 3 статьи 88. Однако в течение 30 дней практически невыполнимо. Первое. Принятие Палатой представителей решения о выдвижении обвинения. Второе. Организация Советом Республики расследования обвинения. Третье. Проведение расследования. Четвертое. Принятие Палатой представителей решения о смещении с должности президента. Пятое. Принятие Советом Республики решения о смещении с должности президента. Судебная власть. Конституция 1994 года. Конституционный суд. Конституционный суд Республики Беларусь избирается Верховным Советом Республики Беларусь из квалифицированных специалистов в области права в количестве 11 судей. Часть 1 статьи 126. В Конституции 1996 года 6 судей Конституционного суда назначаются президентом Республики Беларусь, 6 судей избираются Советом Республики, председатель Конституционного суда назначается президентом согласия Совета Республики. Часть 3 статьи 116. В Конституции 1994 года нормативные акты, международные договорные и иные обязательства, признанные Конституционным судом неконституционными ввиду нарушения ими прав и свобод человека, считаются не имеющими юридической силы в целом, либо в определенной их части с момента принятия соответствующего акта. Другие нормативные акты государственных органов и общественных объединений, международные договорные или иные обязательства, признанные Конституционным судом не соответствующие Конституции, законными. Другие нормативные акты государственных органов и общественных объединений, международные договорные или иные обязательства, признанные Конституционным судом не соответствующими Конституции, законным или международно-правовым актом, ратифицированным Республикой Беларусь, считаются утратившими силу в целом или в определенных их части с момента определения Конституционным судом. Нормативно-правовые акты межгосударственного образования, в которые входит Республика Беларусь, признанные Конституционным судом не соответствующими Конституции, законам или международным правовым актам, считаются недействующими на территории Республики Беларусь в целом или в определенной части с момента определяемого Конституционным судом. Статья 128. А в Конституции 1996 года нормативные акты или их отдельные положения, признанные конституционными, утрачивают силу в порядке, определяемым законом. Часть 5 статьи 116. В Конституции 1994 года заключения Конституционного суда являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат. Статья 129. В 96-й аналогичная норма отсутствует. В 1994 году лица, избранные в Конституционный суд, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы и иным образом лишены личной свободы при согласии Верховного Совета, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. Уголовное дело против члена Конституционного суда может быть возбуждено генеральным прокурором в согласии Верховного суда. Статья 131. В 96-й аналогичная норма отсутствует. Конституция 1994 года не имеет то, что в Конституции 1996 года президент Республики Беларусь освобождает от должности председателя и судей Конституционного суда по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики. Статья 84. В 1994 году этого нет. Верховный суд, Высший хозяйственный суд. В Конституции 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь избирает Верховный суд Республики Беларусь, Высший хозяйственный суд Республики Беларусь. Статья 83.
А в 1996 году президент Республики Беларусь согласие Совета Республики назначает на должность председателя Верховного суда, председателя Высшего хозяйственного суда из числа судей этих судов, а также согласие Совета Республики назначает на должность судей Верховного суда, судей Высшего хозяйственного суда, статья 84. Также в 1996 году президент освобождает от должности председателей и судей Верховного суда, председателей и судей Высшего хозяйственного суда по основаниям, предусмотренным законом с уведомлением Совета Республики, статья 84. В 1994 году аналогичная норма отсутствует. То, что президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 1996 года назначает судей всех видов судов и вправе самостоятельно освобождать их от должности, ставит органы судебной власти в зависимость от президента. Наряду с этим, что компетенция Конституционного суда резко ограничена, суд не может рассматриваться как независимая от президента ветвь власти. Прокуратура. Конституция 1994 года. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет генеральный прокурор, избираемый Верховным Советом. Часть 1 статьи 134. Конституция 1996 года. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет генеральный прокурор, назначаемый президентом согласия Совета Республики. Часть 1 статьи 126. Конституция 1994 года. В своей деятельности генеральный прокурор подотчетен Верховному Совету, статья 135. Конституции 1996 года в своей деятельности генеральный прокурор подотчетен президенту, статья 127. В Конституции 1996 года есть также президент Республики Беларусь освобождает от должности генерального прокурора по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики, статья 84. Но в Конституции 1994 года аналогичная норма отсутствует, поскольку генеральный прокурор Республики Беларусь назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Беларусь, а также подотчетен президенту Республики Беларусь, прокуратура является зависимым от президента институтом. Контрольная палата Республики Беларусь, Комитет государственного контроля. Конституция 1994 года. Контрольная палата образуется Верховным Советом, действует под его руководством и подотчетна ему. Статья 138. Конституции 1996 года Комитет государственного контроля образуется президентом. Часть 1 статьи 130. В Конституции 1994 года председатель контрольной палаты избирается Верховным Советом сроком на 5 лет. Статья 139. В Конституции 1996 года председатель Комитета государственного контроля назначается президентом. Пункт 12 статьи 84, статья 130. И освобождается от должности президентом. Пункт 12 статья 84. То, что Комитет государственного контроля образуется президентом, а председатель Комитета государственного контроля назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Беларусь, свидетельствует о том, что Комитет государственного контроля является зависимым от президента органом. Какой-либо контроль за финансовыми и имущественными операциями, проводимыми президентом по Конституции 1996 года, невозможен. Примечательно, что Комитет государственного контроля в первую очередь следит за исполнением актов президента, а уж потом парламента, правительства и иных государственных органов. Статья 129. Возможность изменения формы государственного устройства конституционным путем. Конституция 1994 года. Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается Верховным Советом по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом не менее 40 депутатов Верховного Совета Президента, Конституционного судья, статья 147. Конституции 1996 года вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами парламента по инициативе президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом. Статья 138, разделы 1. Основа конституционного строя. 2. Личность, общество, государство. 4. Президент, парламент, правительство, суд. 8. Действия Конституции Республики Беларусь и порядок ее применения. Конституции могут быть изменены только путем референдума. Часть 3 статьи 140. При этом референдум назначает президент Республики Беларусь. Пункт 1 статья 84. Конституция 1994 года.
Право законодательной инициативы в Верховном Совете Республики Беларусь принадлежит депутатам Верховного Совета, постоянным комиссиям Верховного Совета, президенту, Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральному прокурору, Контрольной палате, Национальному банку, а также гражданам, обладающим избирательным правом в количестве не менее 50 тысяч человек, статья 90. Но в Конституции 1996 года право законодательной инициативы принадлежит президенту, депутатам Палаты представителей Совета Республики, правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом в количестве не менее 50 тысяч человек, и реализуется в Палате представителей. Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вносить в Палату представителей лишь с согласия президента либо его поручению правительства. Часть 1 и 2 статьи 99. Поскольку практически любой законопроект влечет за собой увеличение или уменьшение расходуемых государственных средств, данная форма фактически устанавливает монополию президента на законодательную инициативу. Возможность проведения свободных демократических выборов. Председатель Центральной комиссии в 1994 Конституции в соответствии с законом Республики Беларусь о выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь статьей 20 назначался Верховным Советом Республики Беларусь. Но в Конституции 1996 года председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов назначается президентом согласия Совета Республики, пункт 9 статьи 84, пункт 2 статьи 98. В Конституции 1994 года Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов образуется Верховным Советом Республики Беларусь, пункт 6 статьи 83. А в Конституции 1996 года 6 членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов назначаются президентом, пункт 4 статьи 84, а 6 избираются Советом Республики, пункт 4 статьи 98. Президент Республики Беларусь вправе освободить от должности председателя и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов всех по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики, пункт 11 статьи 84. То есть Конституция 1996 года даже теоретически исключает возможность изменения Конституции и основных законов, регулирующих принципы государственного устройства без участия президента Республики Беларусь, тем самым лишает народ Республики Беларусь права проявления своей воли, не нарушая Конституцию 1996 года. Подконтрольность президенту Республики Беларусь, Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов также лишает народ возможности проведения свободных демократических выборов как депутатов Палаты представителей, так и президента Республики Беларусь. Ноябрьский 1996 года референдум показал, что подготовку к выборам, проведение голосования и подсчет голосов проводит исполнительная власть под контролем Службы безопасности президента. Избирательная комиссия, включая Центр избирком, являются лишь декоративным украшением выборов. Выводы. Конституция 1996 года устанавливает неограниченную монополию власти президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича, поскольку в Конституции 1996 года принцип верховенства Конституции и законов фактически отсутствует, президент установил себе практически неограниченное право принимать декреты, имеющие силу закона. Президенту фактически принадлежит законодательная власть, он имеет право по собственной инициативе самостоятельно и немотивированно издавать декреты практически по любому вопросу, который имеет большую силу, чем закон. Парламент стал безвластным органом, зависимым от президента. Президент Республики Беларусь обладает практически неограниченными полномочиями. Правительство Республики Беларусь является органом, полностью подконтрольным и подотчетным президенту, независящим от парламента. Возможность смещения с должности президента Республики Беларусь является декларативной. Конституционный суд, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, прокуратура, Комитет государственного контроля, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не могут рассматриваться как независимые от президента институты власти. Конституция 1996 года даже теоретически исключает возможность изменения Конституции и основных законов, регулирующих принципы государственного устройства без участия президента Республики Беларусь. Подконтрольность президенту Республики Беларусь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов также лишает народ возможности проведения свободных демократических выборов как депутатов Палаты представителей, так и президента Республики Беларусь. То есть в результате принятия Конституции 1996 года в Республике Беларусь произошел захват государственной власти президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Григорьевичем.